Так. Ничего нет. Вы, наверное, думаете, что я вышел в лес да по грибы. Как бы не так. Еще же не сезон. Да это и не лес вовсе, а улица Зорге. И вон он, видите, еле видно за деревьями. Башгидрометцентр. И речь сегодня пойдет о прогнозе погоды. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Именно здесь начинается любой выпуск прогноза погоды на любом телеканале республики. Отсюда узнаем, что нас ждет завтра. Температура воздуха, атмосферное давление, сила ветра и многое другое. Как известно, у природы нет плохой погоды, но тем не менее люди стараются узнать, что их ждет завтра: солнце или дождь. Но как вообще синоптики составляют прогноз погоды? Как это работает? Вот именно сейчас мы попытаемся это узнать. Вот в этом кабинете и происходит вся магия прогнозирования. Много компьютеров, исходных данных, разных таблиц и прочее. Как это все поможет узнать, что нас ждет завтра, подскажет начальник отдела метеопрогнозов Гульназ Загитова. Для этого нужно прежде всего исходный фактический материал. На метеостанциях каждые 3 часа проводятся метеорологические наблюдения. Это основа основ любого прогноза погоды. Потом вся эта фактическая информация закладывается же в систему гидродинамических уравнений. Рассчитывается вся эта погода на данный момент на суперкомпьютерах, которые вот есть и у нас в главном вычислительном центре в Москве, в Росгидромете. Вот европейский центр, как я сказала, мы используем. Ну, прежде всего, себя с наилучшей стороны зарекомендовали это вот схемы Бретнелла и схемы Рейдинга. Проще говоря, для составления прогноза погоды нужны исходные данные, собранные со всего мира. Башкирские синоптики пользуются информацией коллег из Великобритании. При этом сделать это можно, не выходя из кабинета. Всемирный обмен же информацией идет, поэтому вот в интернете в какое-то определенное время мы можем эти карты уже на каких-то сайтах, ну, конечно, профессиональные эти сайты, мы можем найти. Ну а дальше, как говорится, дело техники, а точнее математики и физики. Синоптики, зная, куда движутся все циклоны и антициклоны, могут вычислить, как это отразится на погоде в Башкирии. Правда, республика расположена таким образом, что здесь требуется особое внимание. Прогнозировать погоду — это именно в республике. Это просто... Вот этот наш уральский регион, он трудно прогнозируемый, потому что иногда у нас разница в температурах по территории республики, ну, при различных таких синоптических ситуациях бывает 30 градусов. Допустим, у нас по северу республики проходит теплый фронт, например, ну, это я про зимний период говорю, а на юго-востоке погоду определяет сибирский мощный антициклон. Ну а как в республике получают свои гидрометеорологические данные? Все-таки наши синоптики не сидят сложа руки и регулярно ведут контроль за изменениями в погоде. Так, шарика не касаться. Боже упаси. Здесь же водород. Видеооператора сразу предупреждают держаться подальше от гидрометеорологического зонда. Газ внутри шара взрывоопасен. При этом он же обеспечивает подъем датчика на высоту 30 километров, собирая там всю необходимую информацию. Температура, влажность, давление, скорость направления ветра, дальность и высота. Пошел. Зонд запускают 2 раза в день строго в определенное время, при этом предупреждая диспетчеров международного аэропорта о взлете. И вот что интересно, нашими гидрометеорологическими данными тоже пользуются европейские коллеги. Ну вот только что улетел наш зонд, он должен подняться на высоту 30 километров, скорость подъема около 5 метров в секунду. На высоте 30 километров сам шар должен сдуться, а датчик должен упасть на землю. Произойти это должно в районе Чешмов. Ну, датчик у нас все-таки одноразовый, но пока летит прибор, он передает все данные в режиме онлайн.
Это значит, что скоро всю собранную нашим зондом информацию получат специалисты в Женеве. Эти данные помогут вести контроль об изменениях в атмосфере, дополняя данные по всему миру. Впрочем, уфимские метеорологи тоже ждут показания датчика. Очень жаль, что здесь, в здании Башгидромета, нет лифта. Подниматься было бы значительно проще. Ведь здесь существует один из самых интересных отделов, где специалисты следят за изменениями в воде, воздухе и почве. На 4-м этаже здания находится своего рода научный центр, но не для изучения изменений в погоде. Здесь больше внимания уделяет тому, как человек влияет на окружающую природу. Это центр мониторинга загрязнения окружающей среды. Мы здесь занимаемся наблюдением за поверхностными водами суши, атмосферным воздухом и почвой Республики Башкортостан. Каждой стихии здесь отведена отдельная лаборатория, где воздух, воду и почву изучают не просто под микроскопом, а с помощью высокотехнологического оборудования, которое может заметить даже незначительные изменения. В данной лаборатории мы исследуем воздух на специфические примеси. Для Уфы этими примесями являются ароматические углеводороды. В Уфе находится 9 постов наблюдений. Ароматические углеводороды определяем на 3 постах. Один находится в южной части города, один в центре и один в Черняковке. Для оценки качества атмосферного воздуха на территории города. Заводы вносят ощутимый вклад. И так как эти примеси являются выбросами предприятий, то, соответственно, они показывают, соблюдает ли предприятие режим неблагоприятных метеоусловий, когда они должны снижать объем производства, чтобы не наносить людям ощутимый вред здоровью. Кстати, согласно показаниям, вода в Башкирии становится все чище и чище. К такому выводу специалисты пришли после наблюдения за реками республики за последние 20 лет. Несмотря на то, что предприятий становится больше, видимо, все равно предприятия вносят определенные средства в очистные сооружения. Реки стали за последние годы чище. Конечно, реки Зауралья, может быть, не находятся в более-менее выигрышном положении, но Белая и Уфимка стали чище. Впрочем, башкирские метеорологи не только следят за водой, воздухом и почвой. География их контроля поистине планетарного масштаба, ведь эти специалисты наблюдают еще и за Солнцем. Здесь, в Кушнаредкомском районе, среди обычных дворов есть дом, вон он за моей спиной, который отличается от всех остальных в Республике Башкортостан. Но не только он сам, а площадкой, которая находится на его территории. Вон она, с такими белыми приборами. Именно благодаря им метеорологи могут следить за активностью Солнца. С виду неприметный дом на въезде в Кушнаренково оказывается своего рода пунктом по сбору данных. Задача метеорологов – собирать их несколько раз в день. А вот все научные приборы, практически как в огороде, находятся во дворе. Мы заходим на нашу метеоплощадку, где находятся основные метеорологические приборы. Впрочем, на площадке не только высокочувствительные и высокотехнологические приборы. Здесь можно встретить и такие, которые не меняются уже сотни лет. По правой стороне это стоит флюгер для определения направления и силы ветра. Контроль здесь практически круглосуточный. Следят за всем. Температура воздуха, сила ветра, давление, даже уровень промерзания почвы. Да, для температуры поверхности почвы, а в летнее время еще стоят савиновские термометры для определения температуры почвы на глубине 5, 10, 15 и 20 сантиметров. То есть нам для чего это нужны эти показания? Чтобы знать, насколько почва прогрета или промерзла? Да. Я правильно понимаю, что эти показания больше нужны для наших аграриев? Ну, в принципе, да. Чтобы там готовиться к посевной? Да, для них они важнее. Помните, как в прогнозах погоды нам сообщают о нормах выпавших осадков больше или меньше месячного уровня? Оказывается, что измеряют это весьма нехитрым способом. А что там внутри? Воронка. Осадки какие падают, садятся. Мы заходим в помещение, убираем воронку и... Это чтобы понять, сколько осадков выпало в день? Да. За 12 часов в конце смены меняем. Каждые 12 часов. Конечно, можно долго говорить о каждом приборе на метеостанции, но здесь есть и основное оборудование, показания которых снимают регулярно в одно и то же время.
Но самое основное, это, конечно, наша психологическая будка, где находятся термометры для определения температуры воздуха. Есть сухой и смоченный. И по этим термометрам можно определить влажность на данный момент. Итак, вы сколько раз в день вы туда залазите, чтобы определить влажность? У нас 8 сроков круглосуточно по всемирному времени. 8 раз в день? Да. Итак, мы подошли к самому интересному наблюдению за Солнцем. Как выяснилось, за активностью небесного светила тут смотрят через специальные приборы и замеряют не просто положение и температуру, но и другие, не менее важные показания. Этот вот актинометр, он уже прямую солнечную радиацию в себя вводит. Вот солнечная радиация, я даже не знаю. Вот сейчас нам не опасно вообще находиться? Не опасно. Проще говоря, Земля поглощает значительное количество солнечной радиации, но до этого почти ее четверть успевает рассеяться в нашей атмосфере, а все остальное отражается от Земли. Так что данные, которые собирают метеорологи Кушнаренкова, не просто наблюдение, а важная работа, которая позволяет следить за всеми изменениями, ведь это может отразиться на здоровье человека. То есть мы пытаемся понять, не опасна ли солнечная радиация для нас? Активность Солнца, которая остается отраженной от Земли. По большому счету, специалисты метеорологической станции фиксируют и передают данные в Уфу, в Башгидромет. Это основная их работа. Но есть еще и своего рода хобби. Как нам стало известно, данными метеорологической станции пользуются наши аграрии. Это помогает им подготовиться к посевной. И, по всей видимости, этим же вдохновились работники самой станции. Ведь буквально в 2 шагах от всех приборов раскинулось вот это огромное картофельное поле. Метеорологи сами обрабатывают поле, работают тяпкой, поливают, но в нерабочее время. А в это время в Уфе уже подготовили точный прогноз погоды на завтра. Кстати, синоптики не любят загадывать далеко вперед, но не исключено, что август будет богат на солнечные дни и очень жарким. Ну что ж, вот так мы узнали, что составление прогноза погоды – это вам не гадание на кофейной гуще. Тут все намного серьезнее. Это же целая наука, где задействованы тонны дорогостоящего и высокоточного оборудования и, самое главное, высококвалифицированных специалистов. Кстати, ветер-то западный или южный?